Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какие разговоры ходят о вас за вашей спиной? Что о вас говорят? Давайте с этим разберемся. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком, ни о чем думать не надо. Песочек все покажет сам. Просто загадайте на себя. Спросите так: какие разговоры ходят обо мне за моей спиной? И нужная информация у вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, вы тут льва дрессируете. Господи, давно такого не видела. Но надо же. Смотрите, лев. Вот он, видите, с гривой. Это именно лев, не львица, а именно лев. Грива такой массивный. И вы как будто бы этот, дрессировщик, да, вот прям машете палкой перед этим львом. И лев выполняет ваши задания. Красота. О, смотрите, какие две птички. А вот над ними сердечко. Как красиво, обалдеть. Смотрите, какая тут у нас красивая птица, на лебедя похожа, да? Вот смотрите, голова. Красота. На лебеде еще один лебедь сидит. Ой, это сразу про вас и про ваших детей. Давайте, наверное, с этого и начнем. Хотя самое экстремальное, это, конечно, про льва картинка, но давайте с этой начнем. Во-первых, вы очень красивый человек, у вас очень красивые черты лица, фигура, тело, кожа, волосы у кого-то, зубы. Человек красотой обладает. Это вот мне еще идет, что как генетика, да? Генетика, возможно, у вас там мама красивая, папа красивый, там бабушки, дедушки. То есть красивая генетика, красивые люди. И ваши дети, смотрите, да, на одном красивом лебеде еще один лебеденок сидит. Ваши дети очень на вас похожи, обладают такой же красотой, обладают такой же генетикой. И еще тут могут отыграться хорошие качества у человека. То есть вы добры, вы щедры, вы милы, вы хорошо воспитаны. И ваши дети точно такие же, как и вы. То есть люди, которые вас окружают, в вашем кругу находятся, потому что события у нас с правой стороны, рисунок с правой стороны, умиляются тому, какие у вас хорошие гены, как вы хороши, как красивы ваши дети, на вас похожи, какие вы добрые, щедрые, воспитанные люди. Понимаете, тут умиление идет. Это не какие-то дурные там слова, это именно умиление от того, какая вы красивая семья, какая хорошая генетика, какие прекрасные дети, какие прекрасные родители. Также, мои хорошие, вы достойный наследник своего рода, наследница своего рода. Да, возможно, вы продолжаете дело своих предков. Возможно, вы пошли по стопам своих там мам, бабушек, там прабабушек, да, у кого-то еще это отыграется. Вы достойный наследник, который, украшает свой род, да, и люди об этом говорят. Говорят не с завистью, не с желчью, а наоборот с умилением, с восторгом, с такой, знаете, даже какой-то нежностью говорят об этом. Очень приятно и очень красиво. Тут даже незнакомые люди, вот если они понимают, что вы мама, а это ваш ребенок, они тоже начинают умиляться и говорить: о, такую красивую женщину там встретила, у нее такие красивые детки, очень похожи. Да, вот как-то так мне идет. Так, по поводу вас. Давайте сразу по поводу вас, что скажут высшие силы. Вы глазами высших сил. Говорят о вас высшие силы. Здесь мне вас показывают на вершине с палкой в руках. Воин. Вы воин. Воин, которому суждено пробудиться и пробудить других людей. Обычно так показывают на пьедестале возвышения, получается, людей, которые с особой миссией приходят в этот мир, с особым предназначением. Обычно это люди ведающие, люди, которых в простонародье называют там экстрасенсами, да, обладают незаурядными
эзотерическими способностями, люди, которые рождаются с большим запасом, багажом знаний, можно так сказать. Палка, вы проводник, вы пробудитесь, либо уже пробудились, и вы должны будете пробудить спящих, а спящих очень много рядом с вами. Вот смотрите, если вы задавались вопросом, почему так много новых разных людей в моей жизни, да? У меня очень много знакомых. Почему это так? Потому что все эти люди — это ваши подопечные. Вы, пробудившись сами, должны будете пробудить их. Пробудить — это не значит там прийти, там, трясти, говорить: вставай, вставай, да, просыпайся. Нет, вы своим примером, своим участием вмешиваетесь в жизни этих людей. Вы их пробуждаете, вы им показываете, что есть черное, что есть светлое, где добро, а где зло, где граница между ними проходит. Понимаете, вы это делаете. Вообще мне идет, что вы человек большой силы, потому что вот эта палка, она же посох, очень такая вот прям длинная, да, длинная, она расширяется. Серьезный знак. На вас плащ надет. Плащ — это тоже очень серьезно, это почет, это уважение. Уважаемый человек, вас небеса, вас не только вот люди уважают, вас и небеса уважают, праведную жизнь живете. Сила есть, способности есть. Рождены именно победительницы. Видите, какие-то твари перед вами присмыкаются. Ну, твари, там, создания, да, странные создания, там какие-то чудовища, монстры, они перед вами преклоняются. То есть это, я так понимаю, ваша миссия, да, этих вот существ, чудовищ, не знаю, как еще сказать, заставить служить добру. Может быть, даже вы вот боретесь, да, вы побеждаете зло, вы побеждаете чудовищ, вы побеждаете людей, вернее, чудовищ в человеческом обличии, да. Может быть, даже выгоняете чудовищ из людей, помогаете людям стать лучше. Но обычно чудовищами показывают людей, которые имеют там дурные привычки, дурные склонности, дурные намерения, проблемы в характере. Да? Вы своим примером, либо своими действиями людей к нормальной жизни возвращаете. Вот так мне идет. Еще у вас по правую руку символ медведя. Медведь — это очень сильный символ, сильный тотем. Медведь — это вообще как бы на всех изображениях всегда подразумевается, что это медведица. Почему? Потому что медведь, он ведет такой, знаете, образ жизни отшельника. Вот. А медведица, она строит укрытие, она как производит на свет медвежат, она их защищает, она их растит. То есть вот именно когда вы видите на каких-то символах, знаках, там, гербах, флагах медведя, всегда знайте, что это медведица. И ваш тотем, я так понимаю, это медведица. Медведица обладает очень большой силой. Она же императрица, она же хозяйка жизни. Она может все. Для нее нет ничего невозможного. Да? Смотрите, она и сама может выжить, и еще там деток своих на ноги поставить, дать им путевку в новую жизнь. Обучить их, да, воспитывать их, быть для них примером. Это очень круто. И вот хотите верьте, хотите нет, но явно у вас незаурядные способности. Возможно, вы понимаете, о чем речь идет, и вы пользуетесь этим, вовсю практикуете. А у кого-то отыграется, что вы только лишь на пути к этому. Да? Вот, познакомиться с собой иной, познакомиться с теми способностями, которыми вы от природы владеете, да, с которыми вы родились. Да, высшие силы тут прям, смотрите, как о вас хорошо говорят, очень хорошо отзываются. Единственное, что вот к вам претензия есть от высших сил, что вы иногда теряете контроль над собой. И второй момент, то, что вы доверчивы. Вы меня простите, но вы реально доверчивы. Иногда, вот когда вы с человеком дружите, либо человека любите, вы прям растворяетесь в этом человеке. И я не говорю про любовь между мужчиной и женщиной, хотя и там могут быть проблемы. Я говорю про дружбу, про родственные связи. То есть вы все можете простить, вы на все можете забить. В плане того, что там человек вас обидел, вы такая, ладно, это же семья, это же родня. К чему бы там мне не простить, зачем мне там акцентировать, зачем мне там обижаться. Также вы, если вам что-то говорят такие люди, да, советуют, вы всегда верите. У вас нет такого, что там посомневаться, позадаваться вопросами, да, вот подумать,
правду ли человек говорит, действительно ли человек помочь хочет, насколько человек осведомлен, насколько можно доверять знаниям этого человека. Этого у вас нет. Вы не ставите под сомнение. Вот если вам еще добавить уверенность в себе, еще добавить сомнения, да, чтобы вы так прям ставили под сомнение, задавали вопросы и не были в подчинении, скажем так, у тех, кого вы любите, тогда вообще все изменилось. Так, что говорят о вас с левой стороны? Тут с левой стороны картина маслом. Тут женщины про вас говорят, завистливые женщины, что вы очень хитрая, что вы очень ловкая, что вы, хитростью можете всего добиться, что вы чуть ли не людей гипнотизируете, и каждый, даже самый страшный царь зверей лев, готов зайку перед вами делать, да, стоять на задних лапках. То есть они из зависти, видите, там даже паучка нарисовали, из зависти они начинают придумывать того, чего нет. Я вижу, что этот лев вам служит и готов выполнять ваши команды не потому, что он вас боится, и не потому, что вы его обманули, а потому, что он вас уважает, потому что он вас ценит, он понимает, что вы сила, он понимает, что вы дурного не скажете, да? Вот поэтому он так себя ведет. Но этим женщинам невдомек, либо они это понимают, но не хотят этого признавать. Просто так легче жить, да, придумывая для себя же самих эту сказку, что вы всего добиваетесь гипнозом, шантажом, какими-то может, деньгами, да, подкупом. И они это распространяют. Распространяют они это по большей части между собой, потому что им уже никто не верит. Люди, которые хотя бы раз с вами столкнутся, если они нормальные, то они в вас влюбляются сердцем и душой. То есть, женщины, мужчины, неважно. Люди понимают, насколько вы светлая, насколько вы положительная и как с вами хорошо, да. Прям доверие к вам идет, такое безграничное доверие. Люди негативные очень остро реагируют, они сразу впадают в зависть, которая выжигает их сердца. Они сразу начинают, додумывать, придумывать, что так быть не может. 100% какая-то хитрость, да вы обычная заурядная женщина, просто очень хитрая женщина, что вы манипулируете, управляете. И сами понимаете. И еще я должна вас предупредить, что у кого-то отыграется, что эти женщины, они очень к вам близки. То есть эти женщины могут быть частью вашей семьи, да, родственницами могут быть. У кого-то женщины могут выдавать себя за подруг. На самом деле подругами не являются, очень сильно завидуют. Так, еще о вас говорят как о холодной женщине, холодной и расчетливой, да, холодная и расчетливая. Так говорят мужчины-неудачники, мужчины, которые не смогли вас заинтересовать, не смогли вас убедить в том, что могут дать вам те отношения, в которых вы нуждаетесь. То есть те мужчины, которым вы отказали, они начинают в свое оправдание рассказывать, что вы очень холодная, что вы расчетливая, что вы очень меркантильная, что вы за богатыми мужичками гоняетесь. И когда им говорят, как же, у нее же все есть, она всего сама добилась. Они говорят, нет, она с кем-то общалась, встречалась, она всегда выгоду искала, а я порядочный, но бедный мужчина, ей, видели, не подошел. А то, что ты обормот, пьющий, лудоман и просто конченый, да, ты это скрываешь. Но женщина виновата. Видели, не захотела тебя тащить, не захотела тебя терпеть. И она в этом виновата, потому что она расчетливая и холодная. Да, в принципе, логично. Вы холодная с теми, кто вас недостоин. И вы расчетливая там, где вы понимаете, что вам придется надрываться всю жизнь, чтобы какой-то мужик прекрасно себя чувствовал, да. Какой-то такой момент. Да, говорят мужчины. Смотрите, женщины говорят и мужчины говорят. Женщины говорят из зависти, а мужчины говорят от обиды, потому что вы им не достались. Да? И они начинают, оправдываться, что это не я плохой, это женщина такая холодная. Что есть, то есть. Так, еще. О вас говорят как о очень профессиональном человеке. У вас есть какой-то профессионализм, но опять же есть много зависти к этому. Допустим, неважно, чем вы занимаетесь, но вы это делаете на пике мастерства. Да? Подобных вам мастеров нет.
Будь вы бухгалтер, будь вы швея, будь вы домохозяйка, да? То есть на работе у вас все четко, все правильно, вы все делаете быстро, вы все делаете идеально. Ну а дома у вас прям все со вкусом, все такое теплое, домашнее, стильное, какая-то особая атмосфера, и создаете именно вы ее. Даже если вам кажется, что у вас дома бардак, то он очень эстетичный бардак, понимаете? Все нормально, это вам кажется. У других даже идеальный порядок близко не похож на ваш бардак. Так, люди нормальные берут с вас пример, хотят быть как вы, да, берут пример, у вас учатся, грубо говоря, наследуют вас. Ну, не копируют, наследуют, да, а люди негативные начинают искать, вот откуда это все. Да ей муж помогает, да у нее дети там домашнюю работу делают, да она на работе там кем-то, чем-то прикрывается, да, кто-то за нее делает. Понимаете, ну гадости говорят. Опять же, ну зависть, куда ее девать? Выжигает сердце. Ну добро, наоборот, люди, которые восхищаются вами, они свое добро вам передают. И вы, скорее всего, это чувствуете. Кстати, надо отдать должное, что хороших людей вокруг вас гораздо больше, чем плохих. Так, вот тут у меня 2 птички, а между ними сердечко. Ну, девушки, женщины, если вы с кем-то в паре, в браке, то есть вы с кем-то встречаетесь, либо вы замужем, то вы очень красивая пара. И вас люди со стороны видят как очень счастливую пару, да, счастливую. Могут завидовать мужчине, потому что ему повезло, и у него такая прекрасная девушка. Что касается женщин, которые смотрят на вашу пару, им очень хочется быть как вы. Вот прям очень хочется. Хочется занять ваше место у кого-то, да, у негативных женщин. У позитивных женщин хочется также найти свою любовь, найти такого же прекрасного мужчину и быть с ним в таких идеальных отношениях. Даже если ваши отношения не идеальные, то со стороны это все выглядит идеально. Да, добрые люди радуются, опять же, да, восхищаются. Вы как 2 голубка, да, потому что это похоже на птичек, да, две голубки, голубка, как правильно сказать, у которых идеальные отношения. Ну, а завистливые люди везде гадость найдут, либо везде гадость придумают. Так, еще о вас говорят как о розе с огромными шипами. То есть вы прекрасная роза, вами можно любоваться, но к вам подходить нельзя, да, срывать розу нельзя. Шипы просто гигантских размеров, и они какие-то, вот знаете, как будто бы из железа сделаны. Тут как бы, да, легенды, скорее всего, ходят, что вы женщина недоступная, неприступная, и чтобы там добиться вас, там нужно не 1 литр крови пролить. Ну, это слабые мужики обычно так говорят, да, типа оправдывают, что они к вам не подходят и не могут себе позволить за вами поухаживать. Женщины очень часто берут на заметку, как вы себя ведете, как вы одеваетесь, ваш стиль, ваш образ, ваш макияж, ваш тембр речи, ваши какие-то, ну, вот, моменты, когда вы себя презентуете, подаете свои мысли, себя представляете. Вот прям восхищаются и думают: господи, ей бы школу открыть хороших манер, да, мы бы к ней ученицами записались. Да, роза с огромными шипами. Но мне вообще эти шипы идут какими-то не совсем природными. Почему? Потому что, скорее всего, жизнь, да, те люди, которые вас обижали, заставили вас приобрести себе эти шипы. Да, вы роза. Роза, аромат которой сводит с ума людей. Кого-то наполняет невероятными ощущениями, да, дает хороший пример, заряжает на нечто новое. А кому-то он просто вот бьет в голову и сводит с ума от зависти. Как бы вы ни прятались, как бы вы там не скромничали, даже если вы куда-то уедете и будете жить отшельницей, все равно вы будете очень интересны людям, и такой яркой женщине одной не позволено быть. Вокруг вас всегда будут и мужчины толпиться, и женщины будут толпиться. И одной вам очень сложно будет остаться, даже если вы этого захотите. Впереди у вас какие-то важные перемены в жизни. Но это как бы не совсем тема нашей отсыпки. Просто показано, что будут очень важные перемены в жизни. Что-то для вас невероятно желанно, а что-то для вас будет как неожиданностью и сюрпризом. Ну, поживем, увидим. У вас действительно будут изменения. Изменения, которые вам именно по судьбе. Перемены, которые вам по судьбе.
Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.